правительстве Чеченской Республики прошло расширенное совещание под руководством главы региона Рамзана Кадырова. На повестке вопросы, касающиеся социально-экономического развития субъекта, а также специальной военной операции. Продолжит Турплалит Айсумов. Защита государства на территории проведения специальной военной операции и укрепление социально-экономических показателей субъекта – это основные темы совещания под председательством главы Чеченской Республики. В начале встречи вместе с членами правительства, силовиками и соратниками Рамзан Кадыров отметил, что безопасность субъекта и всего государства имеет первостепенное значение, такую же важность, как и экономический потенциал нашего региона. Республика ситуации хал стабильный дон, правильное направление развиваться, что Бог дон, башварт бу, хорм шаул, чакаик что самое важное дон, направление войдона, социально-экономическое развитие дон, безопасность дон республики. Царил даже главное важнее дон, поддержать дон направление свободы. В текущем состоянии социально-экономическое развитие Чеченской Республики дон и сразу второй дон. Вопрос дон, состояние дон, направление СВО, как начальник штаба дон, Даудон, он направление доклад дает. Председатель правительства Чеченской Республики, начальник регионального штаба по оказанию содействия в проведении специальной военной операции Магомед Даудов доложил о результатах соцэконом-развития региона. С начала текущего года объем промышленного производства вырос на 28,3%. Ввод жилья стал больше на почти 53% и составляет 1 миллион 188 тысяч квадратных метров. Средняя зарплата теперь 39 971 рубль, а уровень безработицы 6,9%. Рост розничной торговли составляет около 108%. Объем продукции сельского хозяйства увеличился на 4,6% и составляет 16 миллиардов 906 миллионов рублей. Общий объем средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию региональных проектов, более 36 миллиардов. План по налоговым и неналоговым доходам уже выполнен на 118,2%. За первый квартал текущего года объем инвестиций в основной капитал более чем 20 миллиардов, с ростом почти на 110%, а объем внебюджетных инвестиций стал больше на 129,9%. Правительством прорабатываются на федеральном уровне проблемные вопросы по итогам ваших обращений в адрес руководства страны, Рамзан Ахматович. Первое – это строительство мусороперерабатывающего завода «Экотехнопарк» стоимостью 3 миллиарда 580 миллионов рублей. Второе – строительство электрических мощностей для нового микрорайона имени президента России Владимира Владимировича Путина. В-третье, включение 3 объектов Чеченской Республики в федеральную адресную инвестиционную программу развития СКФО с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета 3 миллиарда 864 миллиона рублей. Ведется работа по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет республики и снижению зарегистрированной безработицы до 5% до конца 2024 года. Успешно реализуются мероприятия в рамках государственных программ и региональных проектов. Уверен, уважаемый Рамзан Ахматович, что при вашей поддержке мы сможем решить все поставленные задачи. С начала противостояния киевскому режиму с территории республики туда направлено 45 259 бойцов, в том числе 18 603 добровольца. Этот показатель абсолютно лучший среди субъектов России. Причем на 14 главных позициях в зоне военных действий находится около 10 тысяч наших бойцов. За мужество и профессионализм 5500 солдат удостоены государственных наград. Отлично налажено обеспечение подразделений военной техникой, предметами связи, обмундированием, амуницией и продовольствием. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова закупил на нужды армии 1766 единиц спецавтотранспорта, машины скорой помощи, в том числе 201 бронемашину. С первых дней операции и до настоящего времени жителям освобожденных территорий направлено 26 365 тонн гуманитарного груза. Региональный общественный фонд уделяет большое внимание вопросам лечения и реабилитации раненых сотрудников, оказания им материальной помощи. Итого, на сегодняшний день текущие расходы на СВО регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова составляют 33 миллиарда 367 миллионов рублей.
Уважаемый Рамзан Ахматович, выражаем вам особую благодарность за постоянную поддержку наших бойцов, а также ваш личный вклад в формирование, обучение и снабжение боевых подразделений «Ахмат». Наши бойцы чувствуют вашу поддержку, что укрепляет их боевой дух и решимость мужественно сражаться за нашу победу. Их самоотверженные подвиги на поле боя вызывают у нас гордость и восхищение. Мы твердо убеждены, что победа будет за нами. Новые успехи, такие как взятие под контроль территории Волочанска, это заслуга в том числе чеченских подразделений Росгвардии, подчеркивает руководитель субъекта. По его словам, солдаты ВСУ сами начали сдавать позиции, видя бессмысленность дальнейшего сопротивления. Генерал-полковник находится на постоянной связи с Апти Алаудиновым, заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны Российской Федерации, всегда докладывает о событиях в ходе военной операции. Как вы знаете, каждый день на связи с ними, Дон. Направляли Волочанск, Дон. Сами начали сдаваться, Дон. Укропы, фашисты, нацисты, бедолаги, Дон, которые и собирают и направляют на фронт, Дон. Сегодня мы как раз разговаривали, он говорит, их не нужно сейчас брать в плен, Дон. Они сами идут сдаваться, Дон. Поэтому дух боевой. Мы здесь думаем, как бы вам помочь, что бы сделать для вас нового. Он говорит, у нас все есть, мы самые обеспеченные среди всех подразделений, которые здесь существуют. Я говорю, нам нужно что-то новое найти для вас. Так что на фронте, на передовой, у нас тоже дела идут хорошо, война есть война, не без потерь. Главная победа. Главное, чтобы этот сатанизм не выиграл. Мы видим, какую пропаганду они несут в мировом сообществе, что они предлагают нам, кем они хотят нас сделать. Мы никогда это не примем, и лучше мы 1000 раз умрем, чем это принять. Поэтому я призываю всех, кто меня слышит, граждан России, не России, мусульман, всех, чтобы они встали против этого зла, где бы они ни находились, в Европе, Западе, арабских странах, чтобы они были против этого зла. Они против мусульман, против христиан, против всех религий, против человечества. Поэтому надо объединиться и стать, где бы он ни был, если он сделает просто шаг против них, он уже человек, он уже сделал правильное дело. Молодые и крепкие ребята, живущие без занятости, должны проявлять интерес к возникшей непростой обстановке. Если человек патриот своей страны, его задача помочь братьям и пополнить ряды вооруженных сил, особенно если учитывать, что в субъекте есть все условия для создания новых армейских подразделений МВД, Росгвардии и Министерства обороны Российской Федерации. Чеченцам, хочу сказать, что надо собраться, надо молодежи, которая ходит просто так по городу, выходить на штаб, записаться. Мы будем создавать полки, батальоны. Мы должны быть готовы. У нас есть оружие, техника, у нас есть деньги, у нас есть все. Мы должны быть готовы на все. Война идет не на территории, не на границе. Война в любое время может прийти к нам домой. Мы видим, на что способны НАТО, ЕС, Запад, Европа. Поэтому Украина не воюет, у Украины нет зарплаты даже. Они не могут снабжать даже электричеством, газом, зарплатой. Не только говоря о войне. Это просто выбранная арена, как в свое время выбранная была арена Чеченская Республика против России. Поэтому мы должны быть готовы, чтобы наши дети были мальчиками и девочками, а родителями, отец им
понимать, чтобы мы соблюдали религию, соблюдали обычаи, традиции, чтобы мы были хозяевами своего дома, родины, чтобы мы были верны своему государству. Поэтому мы должны объединиться, мы должны быть на передовой и впереди. Это священная война. Хвала Всевышнему, Аллаху, что нам дал возможность воевать против этого зла, возможность, я имею духом, иманом, исламом, возможностям финансовым, Спасибо руководству, государству, что дает нам вооружение любого типа оружия. Техника у нас есть, форма, одежда, самая лучшая экипировка. У нас все есть, у нас лучшая подготовка. К нам идут добровольцы со всей России. И мы так будем продолжать воевать и уничтожать до последнего. И поставим на колени этих шайтанов и их главарей, иншаллах, или уничтожим, или заставим извиниться, и встать на правильный путь. Такая позиция должна быть каждого человека, руководителя региона, гражданина нашего государства и не нашего государства, любого человека до мира. Против этого сатанизма надо воевать всем вместе. Хамзат Кадыров, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, доложил о текущих результатах работы ведомства. С его слов ведется активная работа по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе в школах и вузах. Глава региона напомнил, что профилактические беседы с подростками и встречи с населением должны вестись регулярно, дабы не произошло какое-либо чрезвычайное происшествие. В качестве примера Рамзан Кадыров привел ситуацию, настигшую Дагестан. У нас новый руководитель Совбеза, Кадыров Хамзат Зелимханович, как идет ваша работа, расскажи. Также выработаны предложения для повышения эффективности взаимодействия между правоохранительными, муниципальными структурами и духовенством. Основной акцент нами направлен на оценку эффективности мер профилактики экстремизма и религиозного терроризма. Также внимание направлено на защищенность объектов образования к началу учебного года от террористической опасности. Нами были приложены все необходимые усилия для сохранения в нашей республике мира и процветания. Уверен, что мы достойно будем следовать пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, да Аллах Рамзан Ахматович. Все, что нам удается сделать, и все наши успехи в начинаниях, это результат вашей поддержки, внимания. Я благодарю вас и заверяю, что мы будем продолжать работу усиленными темпами. Надо активно включиться в работу, взаимодействовать со всеми структурами, выявлять слабые места, проводить совещания, выработать механизм, если есть проблема, как решить эту проблему, что если есть в республике проблемные направления, любых направлений, начиная с экологии, заканчивая террористического характера. Вот мы видели последний случай в Дагестане, что было. Не застрахован никто это может в любом месте случиться, если мы не будем открытыми глазами смотреть и слушать везде, искать их ячеек. Это большинство в соцсетях сидят. Есть и разные медресе, как начинают изучать, только начинающие, муталими, как они первые азы выучили, они заходят в интернет и уже становятся они великими исламоведами, и потом они начинают от себя выносить фетвы, и начинают вести заблуждение молодежь. Поэтому надо смотреть, работать, заставить тех руководителей медресе с теми муталями, чем они занимаются, как они занимаются,
и как они ведут себя. Да. Они должны знать, что они несут за них ответственность. Надо подключиться именно в этой работе сильно до ФСБ. У вас есть возможности больше, поэтому ФСБ, МВД, все должны подключиться полностью, чтобы не один человек, чтобы не было у нас в республике такого характера. Глава республики также отметил, что пустые провокационные разговоры про западных псевдоичкерийцев не имеют никакой силы и основания. Их задача выполнить требования своих кормильцев, очернить руководство региона, чтобы посеять раздор между властью и обществом. Эти провокаторы ничего хорошего не скажут, отмечает политик. Таким жалким клеветникам всю жизнь приходится бегать из города в город в поисках безопасности. Им всегда кажется, будто бы их кто-то преследует. Услышали, а значит уже опасен он. Зашел он в интернет, интересуется он ихними сайтами, смотрит он всяких этих шайтанов, слушает он, уже надо смотреть, слушает этих блогеров, уже он нечистый. Ему должно быть западло слушать тех людей, которые нету чести и совести. Слушает он, надо его заставлять работать. Он бездельник. Какие-то сценарии, они начали себя убивать, потом обвинять другого, потом какие-то кукольные театры уже начали вести. Один Чингачгук, второй раз Чингачгук появился, второй. Они должны понимать, что мы стреляем точно, и он никогда не возвращается в эту жизнь обратно. И поэтому кукольным театром мы не занимаемся. И не знаю, разговаривал, я сказал, оставь его, ему интересно, вот сейчас мы что-то сделаем, всему миру будет о чем говорить, 16-летний сын Рамзана Кадырова убил этого, из него станет героем. Он никто, он не достоин, того, что ты его убил, мы знали, он даже с города выехал, последнюю ночь в другой город, Мы знали, где он находится, мы знали, где он, каждый его шаг, Мы могли его сразу, убить на том же месте, Просто мы его оставили из-за того, чтобы, из него не сделать героя, Вот его смерть будет таким же. Вот сами его уберут, как убирает других его время придет, когда он будет ненужным. Он сейчас на Моссад работает, он работает, другой работает, они не против нас работают, они против российской системы работают, через Чеченскую республику, они работают типа, вот видите, Чеченская республика, навели порядок, вот там похищают людей, там непорядок, там это, вот так тоже ожидается у вас в других местах, у них политика это, им не нравится, что Россия уничтожила здесь терроризм, навела порядок, здесь нормальная жизнь, не только восстановила новое строительство, новые города, новые районы строятся. Им это не нравится, растет население, почти 600 тысяч населения. Они хотели, чтобы Россия уничтожила Чеченскую республику. А Путин, возродил республику, дал возможность строить мечети, медресе, он дал возможность, столько даже не мечтали наши предки, вот если даже наши предки были, увидели бы, они умерли бы от радости, все это, А эти шнурки, которые никогда не знали, что такое религия, никогда не молились, и они сегодня говорят о религии, хотят нас чему-то научить. Поэтому вот кто слушает их, вот уже он не на правильном пути. Вот он зашел туда, если он должен написать, ты не мужчина. Тебе доказали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 раз, что ты врешь. Ты ни разу не постеснялся, не извинился, ты не исчез из этого экрана. Ты ни разу не поругал того,
человека, который в Швеции, да, он сжигал Коран, или других, которые, да, он нарушают там обычаи, традиции, да, он. И ты говоришь, это их законы, а законы наши, да, он, ему, да, интересны, да, он. У нас законы, да, он, российские законы, чеченские законы. Мы часть территории Российской Федерации. Мы Россия, да. И кто бы что бы ни говорили, да, это российское государство, да. Мы живем в России. И мы, да, никому не дадим, да, право с нами, возможность даже заигрываться. Да. Работать надо жестко, уголовный розыск, оперēt, да, все там. Поделиться надо информацией с ФСБ, с Росгвардией, с МВД, со всеми поделиться информацией. Намерений даже не было, чтобы там можно даже думать о шайтанах там. Правила дорожного движения также должны соблюдаться неукоснительно. Сотрудники госавтоинспекции обязаны пресекать любые попытки нарушения законов за рулем. Это опять-таки безопасность населения и автолюбителей. Касаемо распространившимся вопросом внешнего вида, Рамзан Кадыров дал понять, что ношение платка в виде хиджаба – это осознанный выбор мусульманки, и никто в мире не имеет права запрещать ей соблюдать религиозные требования ислама. Однако традиционный арабский никаб – это национальная одежда людей Востока. В нашей культуре такого одеяния не было никогда. Правила дорожного движения, да, жестко надо контролировать. Там. К нам идут очень много гостей, да, разных вероисповеданий, религий. С уважением, да, поприветствовать, помогать. Сотрудников надо обучать, полк, который у нас охраняет город, да, помогать, где, что, там, сотрудники ГАИ. Надо предупредить, они помогают, больше помогать, там. Надо смотреть, там, что, как, где, там. Ихняя форма одежды нас не волнует, да, это ихняя форма одежды, да. Нас волнует форма одежды, да. Наших мы говорим, призываем, да, не наказываем, мы просто призываем. Я вот, моя дочка старшая здесь сидит, это ужас. Я ее, да, не принуждал, да. Я ей объяснил, да, по шариату, когда 12 лет, надо закрываться, да. И она вот я сижу, если я неправду говорю, да, тогда мне грош цена, да. Она сама, да, одела платок, да. Я и чужим тоже не говорю, да, чтобы насильно, да, надевали, да, платки, да. Ну, мы призываем. А те, кто там говорят, чтобы не одевали, да, хиджаб, это враг ислама, да. Мы против паранджи, да, который лицо закрываем, мы против этого, да. Мы не позволим здесь ходить с этой, да, чухтой. А кто скажет моей дочке, да, снимать хиджаб, я его сразу убью, да. Сразу я его расстреляю, да, кто бы это ни был, да. Это враг, да, мой личный враг, враг ислама, да. А кто, ну, это не форма, да, ислама, это паранджа. Это форма арабская, да. Поэтому, кто хочет носить, да, эту форму, пусть едут туда, где носят. А те какие-то депутаты, да, не депутаты, я их знать не знаю, да, это чьи-то работники, да. Они не хотят, чтобы мы мирно, дружно жили в нашей родине, многонациональной стране России. Да. Президент нам дал возможность жить мирно, в дружбе. Да. И наши братья, да, не говорят, что русский, чеченец, христиан, буддист там, вместе воюют там, вместе защищают бок о бок нашу страну. Бездельники, которые ничего, да, не делают для страны, да, бегают за платком, да. Мы против этого, да. Мы встанем против этих шайтанов, да. Для меня этот же шайтан
и тот шайтан одинаковый шайтан. По словам первого заместителя председателя правительства субъекта, министра автомобильных дорог региона Айсы Тумхаджиева, труды в дорожной отрасли также на высшем уровне. Сейчас ведутся работы на 116 объектах по нацпроектам. Развязки и дорожные сети строятся согласно плану. Я вчера проверял, господин Тумхаджиев, твою работу, и очень хорошая дорожная инфраструктура республики развивается, как дальше хочешь продолжать работу, деньги есть у тебя, или у меня будешь просить денег, начал, на 12 миллиардов, 2 вывозил, Развитие дорожной отрасли и нацпроект безопасной и качественной дороги в 2024 году ведутся работы в 116 объектах. Из них 75 объектов безопасной и качественной дороги нацпроекта. Из 75% объектов, 54 объекта Грозинской агломерации. Везде работы ведутся, Рамзан Ахматович, на опережении. Белошник Табюшкун, они Ахил Командиции, Хабир Цани, Вайразлеский, они Рамзан Ахматович, в каких-то городах выдача Киченхам 28 года, Юрер, так 29, 30, 31 года, Чекирер Бошло, он дерезгл, они хоша Чекирюза. А также Рамзан Ахматович, Хинзаца Шикодиду, Хокой Чабл Джамасан, Хуш Ислам Астин Дондата, Чо, Махко Масарахон, Баркал Дерез, Абхот Город Гудермес, Хинзаца, Текущий ремонт Турштигани, да, Ойлиш Перемежуткахам, Гудермес Водючен, Дагата уже сразу Гучдала Куэдондата, Дерез, на 1 декабря до конца Абхот Город Гудермес Рамзан Ахматович, Дабуларбой, а также ведущий на 59 километре, 59 и 69 10 километров, и Цабил Шуэ Рамзан Ахматович Дабючбон, на 42-59 километров ведущий экспертизы, чуен проект Аши Белаш Бешбон Рамзан Ахматович, Р-217 пригородный Хачубош, 08 yani Хошецун контракт и Орбон, и на 24 на 25 год Рамзан Ахматович, и Белашуэ Чех Бон, обход города Грозный, Мескер Ойлер, Тадюльдела, уже экспертиза чуен Рамзан Ахматович, Хошер контракт Халжин Белаш всегда был первый этап. Ишта развитие дорожного отрасли, шадик Хабирка, Рамзан Ахматович, что это стадон чинани, то это баш, это проблема получается, уже тогда чани. Проблемные вопросы, по словам главы республики, все же имеются. Для их решения создана специальная комиссия. Руководитель любого министерства и ведомства обязан лично выезжать с инспекцией и строго следить за тем, как сотрудники выполняют свои служебные обязанности. Он поручил председателю правительства Чеченской Республики Айшат Кадыровой взять это направление под контроль. Министерство культуры, просто сверху, взяли, проверку, министр, районы, не ездит, зам свою работу делает, мы каждый министерство, все министерства будем проверять, и чем они будут заниматься. Если вот так будет продолжать работу, все те средства, которые ты вложила, огромные суммы денег, которые ты сейчас вкладываешь, даже не дожидая выделение средств из федерального бюджета, взяла из фонда 100 миллионов в Минкульт, чтобы вложить, чтобы начинать объект. Ты вкладываешь, а некоторые оттуда забирают, и не знают, чем они занимаются. Посмотри, если кому-то не интересна работа, посмотри, чтобы человеку была интересна работа, чтобы в районах развивалась культурные центры, дома культуры работали, инструменты, это дорогие, инструменты списывают, и
из пандердон рядом чел арчдок списать бухабуки списать бой пандердона да что там еще я чел арчдок чем да сон то же самое он мот инструмент сейчас он ушхил солдат сон сондердона просто дон охол хакеран чудес что альт дон это хай информация дон саболж хай информация он да сон это дешти хаяжи да сон когда дон måste ministern då min fint det hade проверка gjort jag чудо стон да då och då vill då ha jag och mig jag då håller då да когда hur det stон ja секретарь då så vi же вуках han проверка gjort då han отчет gjort då полный министерство до хал точно хайна ваделит астон министр дон бешбол бог дон хайха дон каждый министр должен дон если школ или из Дина цан районе школе выучиваться детский сад выучиваться дон или больницы выучиваться дон из дом культуры выучиваться или цан объекты выучиваться уже он не работает. И что мухи он Дауду, он должен посещать один объект. Если он заместитель выйдет собой, что он аж вот так, это уже не работа да. Он Ахмад Дон еще газет его вез, радио его вез, телевидение его вез, звук его вез. Еще был шин бойзер, мы бойзер, нах бойзер, будет настроение хурду, мосума хурду, он висхан дон, шиши дон, техник его вез, фильм его вез, звук его вез, он поряд его вез, домой вечер дон, до донаш новым даяли. Шиши был я выдавич, художник сальч, он вахуж дастон, он бахур бастон, на бозер бастон, не дон настроение хур дастон. Цец халаур, цец эшелокш, цец дон, цец свамлуш дон. Региональные власти таким образом проявляют свою обеспокоенность и заинтересованность в улучшении качества жизни на территории субъекта. Предела совершенству нет, а значит необходимо продолжать усердно трудиться. Турпал Али Тайсумов, Магомед Басаев, Сайцелем Ампукаев и Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика.